Дому по улице Аяйра почти 112 лет. Он был построен в 1911 году. У здания старинный архитектурный облик. Здесь уже несколько поколений проживают 4 семьи. Все они являются собственниками участка, на котором находится объект. Однако землей владеет еще одна семья, которая здесь не проживает. Ею в 2010 году во дворе перед домом было возведено вот это одноэтажное здание. По словам жильцов дома по улице Аяйра, оно им не мешало. Но сейчас возникла проблема, так как здесь собираются достраивать еще 2 этажа. Единственные окна, куда попадает солнце, они будут сейчас закрыты. Как раз вот эта половинка, которая будет полностью закрыта от солнца, очень там сыро. Живет многодетная семья, 5 детей, старшие девочки 16 лет, а младшая вот сейчас родилась, еще годика нету, даже полгода нет. Ну, какие-то проблемы, они вывезли ребенка сейчас в Россию на лечение. Вот они сушат и матрасы, вытащили подушки, потому что очень-очень сыро. Ну, сами знаете, наш климат. Эти окна из моей квартиры. Это единственные окна этой квартиры. Если тут будет построено здание, значит, к нам свет проходить не будет. Все. Ситуацию усугубляет сырость и колодец, который находится во дворе, говорят жители дома. Совсем недавно они обратились в столичную прокуратуру и администрацию города с жалобой. При этом стороны не пытаются обсудить возникшую проблему. Члены семьи строящегося объекта отказались от комментариев на камеру, но в телефонной беседе пояснили, что не считают, что нарушают какие-либо нормы строительства, и вся документация у них в порядке. По их словам, все это время они поддерживали соседей по двору, помогли поменять крышу, кроме того, вывезли мусор со двора. Имеет ли строительство трехэтажного здания законное основание, нам прокомментировала главный архитектор столицы Светлана Шаменкова. Вот передо мной лежит документ обращения жителей проспекта Аяйра, 28. Он датируется 12 января 2023 года, о том, что рядом с их домом происходит самовольное строительство. Подняв документы, выехав на место и посмотрев еще раз то, что там происходит, мы дали жителям ответ, что строительство, надстройка дополнительных помещений над существующим торговым объектом выполняется в соответствии с тем распоряжением, которое издала администрация города Сухум. Распоряжение о разрешении строительства этого объекта было выдано 28 сентября 2022 года. По словам Шаменковой, на месте строительства объекта была проведена экспертиза о возможности надстройки над зданием. Было выдано разрешение из Государственного управления по архитектуре и ЖКХ, согласно которому 3-й этаж обязательно должен быть из дерева, чтобы не нагружать фундамент. Заказчик обратился к архитекторам. Архитекторы составили проектное решение. Это проектное решение было утверждено мною как главным архитектором города. И выдано разрешение о надстройке дополнительных помещений. Решение такое принимается на основании действующего у нас на территории Абхазии СНИП по градостроительству, застройка, планировка городских и сельских поселений, в котором сказано, что при строительстве новых объектов мы обязаны учитывать и обращать внимание на нормы инсоляции и противопожарные нормы. Расстояние этого объекта до жилого дома, жители которого обратились к нам с жалобой, составляет 9 метров. Это больше, чем достаточно для того, чтобы были соблюдены нормы инсоляции. По словам Шаменковой, строительство соответствует всем нормам – пожарным и санитарным. Дом построен в 1911 году и имеет общий забор с домом Аделе Аббас Аглы. Оба здания входят в перечень объектов историко-культурного наследия. Наш дом, и не раз приходили девочки, которые пишут об улицах нашего города. И снимали вот эти наш козырек, мой балкон. На балконе у меня там до сих пор есть 1911 года постройки. Моя семья и семья моей соседки живет в этом доме с 20-х годов прошлого века. Соседка, вот видите окна, это Аделе Аббас Аглы. Это дом, памятник архитектуры. При этом, как утверждает Шаменкова, новая постройка не будет нарушать никаких границ. За этим домом закреплен земельный участок и выдан государственный акт на землепользование. То есть новое строительство, которое надстройка, оно не нарушает границы
этого участка, который закреплен за этим домом. Каких-либо, допустим, необходимых требований в плане, если бы мы вплотную бы пристраивались, да, вот здесь мы бы рассматривали вопрос о том, что строительство может повредить и навредить этому зданию. Но это здание находится на достаточном расстоянии, чтобы новое строительство никаким образом на него не повлияло. Разрешение соседей на строительство нужно, по словам Шаменковой, только если затрагиваются их интересы. В том случае, если строительство объекта примыкает к зданию. Если наше строительство, например, примыкает непосредственно к этому зданию, да, если вдруг нарушаются вот эти противопожарные нормы, мы тогда просим согласия соседей. В данном случае не было необходимости этого делать. Конечно, мы не хотим, чтобы строили второй и третий этаж. Они бы хотели, чтобы у них перед окнами построили второй, третий этаж. Пусть они подумают. Им бы хотелось, чтобы с ними так неблагодарно поступили. Я проживаю здесь с 1944 года, как родилась. Здесь бывает мой брат, это его квартира тоже. И племянницы. Но они приезжают, уезжают. Постоянно живу я. Жалоба о строительстве объекта по улице Аяйра, 28 рассматривается столичной прокуратурой, которая сделала запрос в мэрию столицы. Вся документация уже подготовлена и в ближайшее время будет направлена в прокуратуру. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.